Интернет вещей, нанотехнологии в здравоохранении, цифровое образование и развитие электронной коммерции. Современный мир стоит на пороге масштабных перемен в повседневной жизни людей и экономике целых регионов. Уже сейчас эксперты называют эти преобразования четвертой индустриальной революцией, вписывая их в последовательную историю предыдущих технологических взрывов. Каким образом они сказываются на внутренних процессах в республике, мы рассказываем в специальной программе «Цифровой Казахстан». В этом выпуске вы узнаете о том, что входит в понятие «большие данные», как интернет-поисковики позволяют предотвратить распространение различных эпидемий и насколько безопасны облачные системы хранения информации. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Эта фраза никогда не звучала так верно, как во втором десятилетии 21 века. Еще 20 лет назад обычный компьютер имел жесткий диск со средним объемом в 10 гигабайт. Сегодня же только социальные платформы, такие как Facebook, ежедневно обрабатывают более полумиллиарда терабайт информации. Воздушные суда Boeing генерируют сотни терабайт летных данных за один рейс. А система учета кликов в интернете каждую секунду анализирует миллионы действий пользователей сети. Сейчас в мире накапливается очень большое количество информации. Сейчас насчитывается где-то 1,5 зета информации. Если все информации, которые хранятся в мире, записать в книжки и книжки разложить рядом-рядом, то территорию США можно охватить 5 раз. В современной деловой среде многие стали осознавать важность навыков использования информации. Для ее сбора и обработки сегодня применяют технологию Big Data или большие данные. Это важный тренд, который распространяется на самые разные направления бизнеса и технологий. Понятие «большие данные» включает в себя не только буквы и цифры. Это аудио, видео, текст, графические изображения, данные из соцсетей, интернет-поисковиков и многое другое. И там, где одни видят гигантскую свалку ненужных сведений, другие могут разглядеть бесценный актив, способный увеличить как продуктивность, так и доход от отдельно взятых компаний до целых государств. Массачусетский технологический институт и Уортонская школа бизнеса в 2011 году провело исследование, где по результатам этого исследования было понятно, что использование систем принятия решений на основе больших данных в компаниях повышает производительность труда на 5-6%. Также аналитики McKinsey предполагают, что использование технологий больших данных в розничной торговле увеличивает их доход на 60%. В Казахстане, как и во всем мире, обработка больших данных стала одним из главных трендов. Над программами, способными анализировать основные объемы информации, трудятся целые научные организации. Например, в этом Институте информационных и вычислительных технологий при Министерстве образования и науки полным ходом идет работа по созданию новейших систем на основе Big Data. Одно из направлений деятельности – разработка и внедрение интегрированной программы для эвакуации при чрезвычайных ситуациях в образовательных учреждениях. Мы предложили создать интегрированную систему, чтобы учитывать именно источники накопления потокообразования, то есть где находятся студенты, в каких аудиториях больше, в какое время, по какое время студенты находятся именно в этой лаборатории. Поэтому наша система реагирует на конкретное количество студентов, людей, сотрудников, находящихся в корпусе. И учитывая возможности выхода, возможности коридорной системы, мы предлагаем конкретный план эвакуации для конкретного корпуса, конкретного аудитория, даже для конкретного человека. Используя мобильную сеть, систему считывания, фиксации, наблюдения, идентификации студентов, людей в корпусе. При институте также действует лаборатория анализа и моделирования информационных процессов. Здесь работают над созданием новейших алгоритмов для обработки данных с помощью систем компьютерного принятия решений.
возможностей машинного зрения и интеллектуального анализа текста. В копилке программистов система, которая самостоятельно распределяет большой объем информации. Например, о компаниях, клиентах банков или просто о гражданах Казахстана по группам в соответствии с заданными параметрами. Система интеллектуальной группировки данных. Причем мы заранее можем не знать, сколько групп у нас данных имеется, да, вот в этой таблице, сколько объектов у нас имеется. То есть программа способна сама в динамическом режиме, осуществляя интеллектуальный анализ данных, выявлять скрытые закономерности в этих данных, выявлять устойчивые структуры и выявлять устойчивые группы объектов. То есть те объекты, которые близки по своим характеристикам и которые формируют так называемые кластеры, то есть или группы объектов. В институте также занимаются технологией распознавания образов. Это один из инструментов для анализа и обработки больших данных. Ее внедряют в интеллектуальные камеры, которые устанавливают в различную робототехнику, чтобы эти роботы могли понимать пространство, в котором находятся, а также анализировать увиденную картинку для принятия собственных решений. Интеллектуальные машины могут самостоятельно исследовать местность и даже следить за определенным объектом. Вся собранная информация в последующем обрабатывается, и на основе этой информации создаются уже объемы данных. Эти объемы данных в последующем могут быть использованы для, например, составления каких-то задач для роботов. Если при таком-то случае принимать такие-то решения, и на основе этих данных принимаются дальнейшие решения. Анализ информации на основе Big Data применяется и в медицине, технологии генной инженерии, а также обработка данных с интернет-поисковиков и компьютеров, установленных в медучреждениях, позволяет спрогнозировать распространение заболеваний и эпидемий. Все охватив или анализировав интернет-ресурсов, можно посмотреть границы распространения этого заболевания. А в традиционном случае это больной обращается в поликлинику, там идет регистрация, потом это данные обрабатывается, потом идет сомнение, то есть назначается дополнительный диагноз. То есть мы потеряем кучу времени. По мере того, как мы по интернет-ресурсам обнаружили число обращений, можно принять соответствующие меры. Как можно изучить, что надо делать, какие мероприятия надо делать, чтобы этот вирус не распространялся. Внедрение анализа Big Data эффективно и в работе телекоммуникационных компаний. По данным экспертов, сегодня в Казахстане проникновение сотовой связи оценивают в 167%. Это 1,5 сим-карты на одного жителя страны. Мобильные телефоны, даже самые простые, тоже могут служить хорошим источником информации, на основе анализа которой ведется строительство базовых станций. Мы анализируем по нескольким параметрам нашу базу. Например, один из параметров – количество жалоб с какой-то конкретной точки, с какого-то региона. Мы понимаем, что там у нас есть жалобы. Мы анализируем, какие у нас базовые станции есть в том районе, какие испытывают нагрузки по голосу или по дата-трафику. Мы анализируем, какого уровня по ARPU клиенты в этой зоне. И понимаем таким образом, где нам лучше строить в первую очередь, где во вторую очередь. Базовые станции также являются хорошим источником информации, ведь перемещение абонентов от одной вышки к другой позволяет понять, какая часть города наиболее загружена в то или иное время и каким образом можно оптимизировать дорожное движение в определенном районе. Там критическая какая-то масса клиентов, то есть сотовые телефоны из западной части города с утра едут в восточную или там в центр. И по каким маршрутам они едут, можно эти данные проанализировать и сделать выводы, что в такое-то время, например, автобус X должен ехать не на своем маршруте где-то там около черты города, а лучше направить большее количество автобусов именно на маршрут, где большее количество сейчас как раз-таки клиентов.
Обработка больших данных – процесс не только полезный, но еще и очень сложный. Для того, чтобы уметь анализировать терабайты информации, недостаточно просто быть программистом. Специалисты, которые умеют из огромных объемов данных находить нужные, выстраивать прогнозы и разбираться в тонкостях машинного обучения, сегодня на вес золота. В Казахстане идет активная подготовка таких специалистов. Например, в Назарбаев University создано несколько курсов компьютерного обучения, инжиниринга, аналитики больших данных и искусственного интеллекта. These courses are available, and we will increasingly require our students to take these courses. Данные курсы доступны, и мы требуем от студентов их посещения, потому что мы понимаем реальность вокруг нас, будь то реальность бизнеса, инженерная реальность или медицинская реальность. Еще одна важная вещь, которую мы делаем, это приобщение теории к практике. В том числе это студенческие проекты, которые мы внедряем. Во многих школах при Назарбаев University, включая магистратуру бизнеса, мы требуем от студентов проекты окончательного исследования. In many of the schools at Nazarbayev University, including the Graduate School of Business, we require our students to do an end-of-studies project. При университете помимо курсов также работает несколько школ, где есть департамент компьютерных наук. В них студенты не только прослушивают лекции от ведущих ученых мира, но также проходят производственную практику в научных центрах вуза и крупных национальных компаниях страны. Школа бизнеса ведет совместный проект с Самрук-Казной по выстраиванию систем планирования на основе технологий больших данных. Также в научном центре National Laboratory Astana ведется проект разработка систем сбора, обработки и анализа больших данных с использованием облачных технологий. Да, вот. И результаты этих работ, они могут быть применены в индустрии, а также в государственных учреждениях. А в этом университете специальность Big Data открылась в прошлом году по приказу Министерства образования. Здесь также готовят специалистов, способных обрабатывать большие объемы данных, а также внедрять полученные результаты в бизнес-процессы. Мы, как бизнес-университет, нацелены на то, чтобы дать самые основные концепции дейта-майнинга, самые основные концепции дейта-сайенса, то есть дать людям представление о том, как это все работает, чем специалисты этой узкой области занимаются, и дать им сверху еще бизнес-навыки. Вот эта прослойка между бизнесменом и техническим слоем, которые могли бы бизнес-задачи транслировать в технические задания для программистов, и те решения, которые разрабатывают программисты, удачно внедрять в бизнес-среде. Программу обучения здесь разработали совместно с ведущими международными экспертами из Франции и Великобритании. В ее формировании также приняли участие отечественные специалисты и представители бизнеса. Они и обозначили те моменты, которых сегодня не хватает казахстанским компаниям. Эту экспериментальную программу обучения корректируют каждые 4 месяца в соответствии с мировыми и казахстанскими реалиями. Благодаря такому методу и сотрудничеству студенты вуза уже с первого курса разрабатывают собственные программы и приложения на основе технологий машинного обучения, компьютерного зрения и прочих инструментов Big Data. Я бы хотела углубиться больше в сферу искусственного интеллекта и применения больших данных именно в этой сфере. Вот. На данный момент у меня только один маленький проект. Это мобильное приложение, которое мы написали за первый курс. Это приложение классифицирует, что за изображение, и определяет, что это за блюдо, и высчитывает калории. Это мой маленький проект. А дальше я бы хотела именно углубиться в сферу искусственного интеллекта и обработки больших данных. Рынок технологий и сервисов для обработки больших данных стремительно увеличивается. Ведь еще в 2011 году он оценивался всего в $3,5 миллиарда, а уже сегодня эта цифра перевалила за отметку в 130 миллиардов. Грамотный анализ социальных сетей, например, уже сегодня позволяет предотвращать погромы и теракты. Единовременная обработка данных со всех метеозондов на Земле в ближайшем будущем поможет безошибочно
прогнозировать погоду. Информация с поисковиков предотвратит крупные вспышки эпидемий заболеваний. Эксперты говорят, что главная цель обработки больших данных – поиск закономерностей и трендов. Ведь Big Data – это зеркало социума.